Что там, что случилось? Топчетесь. Переход через ручей у нас. Так. Давайте там перейдем, что ли. Ух, ебать. Пиздец нахуй. Ой, блядь. Ни хрена себе. Вот это да. Лужа, только что лужа. Обе ноги. Провалился, блин. Ой, блин. Что со мной сегодня? Ой. На ровном месте провалился. Не привык я в этих сапогах ходить. Болотные сапоги, они проходимые, блин. Нигде с ним не пропадешь, блин, не провалишься. Фу, блин. Вот это да. Набрал воды. Обе ноги сырые. Все, терять больше нам нечего. Терять больше нам нечего. Блин, ловушки такие природы. Ловушка природы. Так, ребятули, красотули. Надо перейти мне. Так. Ну, по следам собак, наверное, пойду. Так. Интересно, там ловушка какая есть, нету. Вот такой ручей. Зимний. Не знаю, тот ручей, наверное, на который мы переходили. Это в Алексеевку впадает или куда он. Такой подъем мощный там. Вообще огромный, большой подъем. Гора. У нас рельеф такой спокойный, ровный, а здесь мощный подъем. Фу. Вот так. Просека вон там проходит. Вот здесь на опушке вон там пустырь какой-то. Не знаю, что там. Туда уже заходить не буду. И тропинка резко повернула направо. Резко так. Градусов на 45. Не знаю, может обходит где-то что-то. Может и напрямик куда-то будет направляться. И сейчас я как сам думаю, надо поспрашивать, что за тропинка. Но вот сейчас я думаю, что эта тропинка не у охотников. Основная тропинка может быть ягоды. Собирать на это болото ходят люди. Потому что очень уж сильно натоптано. И ни одной ловушки я не видел. Ловушек нету. Ни одного. Значит, это люди ходят собирать ягоды по этой тропинке. Прочищен, чистая тропинка. Сейчас я вот сколько шел. Ну, снимать я уже не стал. А там что за... Может карьер там, может дальше там дорога. Не знаю. Вот я здесь первый раз тоже прохожу. Как бы знакомлюсь с этими местами. На будущее я уже буду знать. Я это запомню на всю жизнь, где проходил. Если раз пройду так, у каждого должна быть такая зрительная память немножко, хоть она должна быть. Конечно, если раз в 10 дней там проходишь, лес меняется и уже также будешь забывать, где, когда проходил. А основное там
Блин, там опять яма какая-то. Я уже весь сырой, на сегодня мне хватило уже. Я набрал уже много воды. Так, может обойти там. Так. Ладно, туда я уже не полезу, наверное. Потому что думаю, там сыро. Трава. Гул техники. Впереди слышно немножко так. И там снова подъем будет. Может быть еще какие-то делянки. Один раз тоже с Алексеевка там недалеко делянка была. Ну, дрова выписывали люди. И тоже туда ездил, там помощником работал. На тракторе там чокера там цеплял. Ну, в общем, деревяшки эти. Бревна. Как еще по-другому. Смотрите, сколько елок. Мелкие-мелкие. Их тысячи штук тут. Не сотни, а тысячи даже. Очень много. Вот. Тулан опять куда-то убежал. И сколько деревьев. 10 минут уже стою. Опять тулан, блин, выкинул какой-то сюрприз, блин. Не идет еще. Куда-то опять убежал. Как будто лай где-то услышал. Вроде не его и не его. Здесь, вон, смотрите, штормит. Поднимается ветер. Вечереет и уже ветер поднимается. Ну, РБ5 так и показывал. Что он не идет, блин? Сколько уже жду? Губа замерзла. Свистеть тяжело. Оживает лес. Ох, все гремит, стучит. Что же ты делаешь, Тулан? Ё-моё, блин. Не, возвращаться точно не буду, потому что я иногда бывает возвращаюсь по своему следу. А он приходит, где я останавливался. Долго уже его нету, долго. Ай да молодец. Дистанцию держит. Тулан, блин, бродяга. Так пусть ходит, но пусть подходит и дальше идет. Километражи, такие круги у него он наматывает. А, блин, что ты будешь делать, а? Ладно, не спеша, так спокойно буду идти. Может, догонит. У него слух должен быть там, и в принципе я уже слышу где-то вдали
Там село, не то Алексеевка, не то Тистовка. Там вроде как и собаки уже лают. Последний раз я его видел на просеке. После этого все потерялся. Куда он пошел? Ну, ковылял, блин. Следов никаких не было, чтобы за кем-то гоняться там. Вон он прилетел, блин. Сколько ждал, я уже где-то метров 150 прошел от начала, где я свистел. Тут тоже тропинка какая-то. Куда-то ее идет. Вон. Я думал, обратно будет возвращаться по своим следам. Так, это что за фигня? Ребята, ребятушки. Это-то совсем уже знакомые места. Вон оно как. Мы в Тистовку сейчас выйдем. Я здесь еще не ходил, но место я буду знать. В будущем году, если все нормально будет, здесь я повторно схожу, ягоды пособираем. Где-то что-то я... Не ягоды, а грибы. Здесь уже летняя тропинка, где я собирал грибы. Нифига себе. Я думал, я в Алексеевку выйду. А это, оказывается... Сейчас на свою тропу мы выйдем, где мы поднимались. И там остается, наверное, где-то... Ну... От Чилы где-то... Ну, 1,5 километра. Не больше. Начала хвостом вилять. Значит, кто-то здесь был. Какая-то птица. Да. Да. Все. Значит, уже здесь вообще места наши грибные, где мы там грибы собираем. И здесь вот, где я спустился и где поднимался, вообще разница большая. Небо и земля, скажем так. Разница дороги, проходимости, где вот я проходил. Я поднимался, там все время сыро, бесконечно сыро и трудный путь. А где вот я сейчас спускался по просеке, там вообще идеальное место для того, чтобы, скажем, сходить до тех болот, до Вишерских, пособирать ягоды, но и расстояние немалое даже. Как и ранее говорил, в одну сторону только 8 километров, еще обратно 8 километров, получается 16. И сегодня еще мы где-то километра 200 в сторону прошли. Это 16-17, ну 17,5, примерно 17-18 километров сегодняшний маршрут у нас получился. Ну да, там болото, где первые следы у птицы сегодня
поснимал, видели. Да. Да. Это наша тропинка знакомая уже. Но вот где я спускался, что-то я не припоминаю, что я там ходил. Вообще не помню. Не было такого вроде как. Что-то я не помню. Действительно не помню. В ту сторону частенько тоже ходил. Я здесь как бы поднимался, потом по этой дороге ходил. И я вот с левой стороны пришел, я наоборот вправо выходил. Вправо выходил, и помните, где я мотоцикл оставлял в этом году на рыбалке? Вот на эту дорогу я выходил. И по этой дороге спускался. Вот такие круги я делал раньше. А вот по этой просеке, где я сейчас пришел, не помню. Нет, не ходил я там. Первый раз познакомился с этими местами. Ну, нормально, ничего так. Поход получился. Очень даже ничего. Без выстрела, без взлетов, без падений. Нюхтят собаки. Вот мой след, ребят. Утренний след. Вот тут я поднимался. На ту дорогу. Да. Айда, то ладно. Че нюхтим? Сейчас там на сухом месте я попью остатки кофе, выпью. И дальше будем шуровать. Иди. Дома покушаете, скажи. Я сейчас уже для вас ничего у меня нету. Все было, я отдал уже. Просто чай попил, кофе еще. Поход заканчивается, ребят. День прошел и поход заканчивается. Турлан, конечно, блин, не знаю, где он бродил столько времени. Пол-литра термос вполне достаточно. Вот мне хватило. В жаркие дни, конечно, больше употребляешь, там воды больше уходит. Ну что, ребят, заканчивается наш поход. Осталось уже вон там поле. Немного уже осталось. Мне ружье уже в чехле. Все разобрал. Спрашивали, снимаю ли я оптику, оптический прицел с оружия. С оружия Север, которым сейчас я охочусь, я всегда снимал. Снимал и сейчас снимаю. От этого оружия никогда не сбивалось у меня. Никаких проблем не было. А вот на карабине оптический прицел, он прикреплен намертво. Я не трогаю его. Прикрепил и все. Не знаю, что это влияет или нет. Но лично про это оружие, про Север, про мелкашку я могу с уверенностью сказать, что от того, что я снимаю оптический прицел, не сбивается.
Вот так. Ну все, увидели, какой был у нас поход. Надеялись, что кого-то подстрелим. Но даже никого не видели, ни одного единственного следа не видел. Ни у белок, ни у зайцев, ни у куницы. Собаки также ничего не облаяли, только в одном месте тула что-то лайкнул, даже не сходил я. Не активно так лаял. А вот скажем, если были следы у куницы и собаки не работали, чуть-чуть было бы обидно. Ну, нету ничего, чтобы добывать. Вообще разница большая, если сравнить осеннюю охоту, когда взлеты там очень много было, как сказать, белок. Очень много я видел и на охоте, и просто так, когда за ягодами ходил, за грибами. Очень много было на трассе переходов, когда в город ездил. А сейчас вот, не знаю, следов нету. И по первому снегу, что бы вы мне не писали, не говорили, по первому снегу всегда птицы и звери, они активные. Ну, пушные зверьки. Очень много ходят, бегают. Они радуются, как и люди радуются по первому снегу, как дети радуются, так же и они. Очень много ходят, скажем, боровая птица любит вот там по первому снегу бегать, ходить. И также любит куница. По первому снегу много ходит. Но в этой стороне, где я был сегодня, я уверенностью могу сказать, что ничего нету. Ну, я уже на окраине нашего села. Туда выходить с видеокамерой не буду, потому что там сильный ветер на поле. А в лесу более-менее здесь, ну, тише. Ветра нету. Вот так. Ну и на этой ноте я буду заканчивать. Спасибо всем, хочу сказать, кто досмотрел очередной поход мой таежный по первому снегу. После просмотра обязательно поставьте лайки, если понравилось. Если не понравилось, где-то что-то я не так сделал, ставьте дизлайки. Посмотрим, какой баланс будет там. Лайки, дизлайки. По лайкам я уже понимаю, что людям нравится, надо снимать, продолжать. Или же, если дизлайков много, значит, надо перестать эту тему снимать. Также много раз уже я, ну, не много раз, а бывает там, пишу там, чтобы вы также делились моими видео в соцсетях. Это на развитие канала будем надеяться, что поможет развитию канала, если вы после просмотра поделитесь видео в соцсетях. Тулан у меня уже убежал. Он уже, наверное, где-то возле дома. Где-то я отставал он 2 раза. Терял я его сегодня, но пришел самостоятельно. Не пришлось искать. Потому что в стороне Алексеевки там волки у нас лютуют, там собак. Сейчас еще недавно резали они. Вот так. Ну, одним словом, все. Поход закончен. И до новых встреч вообще, ребят. Всем пока. Тут переход такой интересный. Главное, чтобы не блюхнуться. Ну, как и говорил, тут ветер.